katras preces ir sava cena. Но и у многих других вещей в мире есть цена. Un arī daudziem citām lietām pasaulē ir cena. А сколько стоит следовать за Иисусом? Un cik maksā, lai sekotu Jēzum? Если бы на это можно было бы поставить ценник, Ja uz to varētu nolikt cenrādi, если можно было бы на это поставить какую-то, не знаю, стоимость, kaut kādu cenu tur varētu uzlikt. сколько бы стоило следование за Иисусом? Cik mums maksātu sekot Jēzum? Если вы пришли в магазин какой-нибудь, и там такой абстрактный товар, следование за Иисусом, какова была бы цена этого товара? Teiksim, jūs ienācāt kaut kādā veikalā, un tur būtu tāds abstrakta prece, uz kura būtu rakstīts sekot Jēzum. Cik tā maksā? Сколько это стоит? Cik tas maksā? Но, возможно, вопрос поставлен неправильно, Varbūt jautājums ir nepareizi uzdots. потому что мы знаем, что в деньгах это не измеряется. Mēs zinām, ka naudā to nevar izmērīt. Мы не платим деньгами за то, чтобы следовать за Иисусом. Mēs nemaksājam naudu, lai sekot Jēzum, Но все-таки это чего-то стоит. bet tomēr tas kaut ko maksā. Тогда, может быть, правильнее было бы спросить не сколько стоит следовать за Иисусом, а чего стоит следовать за Иисусом. Un varbūt pareizāk būtu pajautāt ne cik maksā sekot Jēzum, bet ko tas mums maksā sekot Jēzum. Чего это стоит? Ko tas mums maksā? Мы знаем, что Бог желает нашего полного посвящения. Mēs zinām, ka Dievs vēlās mūsu pilnīgo nodošanos. Он хочет, чтобы мы видели Его Царство как самое драгоценное. Viņš vēlās, lai viņa valstību mēs redzam, ka visdārgāko. Это как сокровище, найденное в поле, Tas ir kā dārgums, kas atrasts tīrumā, или как драгоценная жемчужина. vai kā dārga pērle. Он хочет, чтобы мы следовали за Ним, куда бы Он ни пошел. Viņš vēlās, lai mēs sekotu viņam, lai kurp viņš nedotos. Как ученики Иисуса, Kā Jēzus mācekļi. Иоанн, Андрей, Jānis, Andrejs, Петр, Матфей, Pēteris, Matejs, которые оставили все kuri atstāja visu и тогда пошли за Иисусом. un tad sekoja Jēzum. Но, конечно же, в реальности все бывает немножко иначе Realitātē, protams, tas ir mazliet savādāk. или совсем иначе. Vai pavisam Иногда мы расставляем неправильные приоритеты в нашей жизни, mēs mūsu dzīvē saliekam nepareizas prioritātes. или мы находим предлоги, чтобы не следовать за Иисусом, Vai mēs atrodam iemeslus, kāpēc nesakot Jēzum? или же мы откладываем. Vai mēs atliekam to? Мы говорим, хорошо, я пойду за Иисусом, но чуть позже. Mēs sakam, labi, es sekošu Jēzum, bet mazliet vēlāk. И вот сегодня я бы хотел поговорить о цене ученичества Un šodien es gribētu parunāt par māceklības cenu. или о цене следования за Иисусом. Vai par cenu, ko nozīmē sekot Jēzum. Чего это нам стоит? Ko tas mums maksā? Посмотрим, прочитаем одну историю из Евангелия от Луки. Un Lūkas evaņģēlē izlasīsim vienu stāstu. На самом деле там целая череда историй, которые все на тему ученичества. Protams, tur ir ļoti daudz stāstu par māceklības tēmu. Там можно было бы целую серию проповедей сделать на все эти истории. Un par visiem šiem stāstiem varētu veselu svētrunas tēmu, tēmas vairākas. Но сегодня всего лишь одна история. Bet šodien mēs paskatīsimies tikai vienu stāstu. Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 стиха Lūkas evaņģēlē 9. nodaļa no 57. panta и до конца главы. un līdz nodaļas beigām. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Иисусу: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за Мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Вот 3 человека, Trīs cilvēki, с которыми разговаривает Иисус. ar kuriem runā Jēzus.
двое из них, они сами выражают желание следовать за Иисусом, Divi no tiem paši izsaka vēlmi sekot Jēzum. но получают такие странные ответы от Bet- Иисуса. No Jēzus viņi saņem tādus dīvainus atbildes. Третий человек, который второй по счету, Trešais cilvēks, bet otrais šajā stāstā. это тот, которому Иисус говорит: «Следуй за мной». Tas ir tas, kam Jēzus saka, seko man. И он тоже отвечает Иисусу. Un viņš arī atbild Jēzum. Вот три кандидата в ученики. 3 mācekļu kandidāti. И в разговоре с этими учениками Иисус раскрывает ответ на вопрос, который мы с вами задали. Un sarunā ar viņiem Jēzus atklāja to jautājumu, kuru mēs ar jums uzdevām. Так чего стоит следование за Иисусом? Ko tad mums maksā sekošana Jēzum? Вот эти три разговора нам открывают Šīs 3 sarunas mums atklāja ответ. atbildi. Следование за Иисусом, оказывается, многого стоит. Izrādās, ka sekošana Jēzum daudz ko maksā. И, к сожалению, многие люди отказываются следовать за Иисусом, Un, diemžēl, daudz cilvēki atsakās sekot потому Jēzum, что им кажется, что это слишком дорого, jo viņiem liekas, ka tas ir pārāk dārgi, что оно того не стоит. ka tas nav to vērts. Но давайте сейчас посмотрим на эти три разговора более детально. Paskatīsimies detalizētāk uz šīm 3 sarunām. Первый кандидат. Pirmais kandidāts. Мы читаем, что он пришел к Иисусу, Mēs lasām, ka viņš atnāk pie Jēzus, и он говорит Иисусу: un viņš saka Jēzum: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Es tev iešu līdzi, lai kur tu ietu. Замечательно, Brīnišķīgi. прекрасно. Brīnišķīgi. Когда человек приходит к Иисусу Kad cilvēks nāk pie Jēzus и говорит ему такие слова, un viņam saka tādus vārdus, разве не нужно радоваться? vai nevajag priecāties? Человек говорит: «Господи, я пойду за тобою, Cilvēks saka: Kungs, es iešu tev līdzi, куда бы ты ни пошел». lai kur tu ietu. Это энтузиазм в Tas ir нем, entuziasms. это радикальность в нем. Viņam ir radikāls prāts. Но правда ли это так? Vai tiešām tas tā ir? Действительно, этот человек пойдет за Иисусом, куда бы он ни пошел? Vai tiešām šis cilvēks ies līdzi Jēzum, lai kur viņš ietu? Вы знаете, иногда, когда мы на эмоциях, мы тоже делаем такие радикальные заявления. Ziniet, kad mēs esam pilni emocijām, mēs arī izsakam tādus radikālus Вот izteicienus. куда бы ты ни пошел, я туда за тобою. Lai kur tu neietu, es ietu tev līdzi. И это хорошо. И Иисус к этому призывает нас. Tas ir labi, Jēzus uz to aicina mūs. Но Bet куда Иисус направляется? kur Jēzus dodās? Куда Он идет? Kur viņš iet? Если Он говорит: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», Ja viņš saka, es iešu tev līdzi, lai kur tu ietu, куда Иисус направляется? kur Jēzus dodās? Интересно, что мы в начале 57 стиха читаем. Interesanti, ka 57. panta sākumā mēs lasām. Случилось, что когда они были в пути, Un tiem aizejot viens uz ceļa, viņam sacīja. то есть Иисус уже был в пути, Он уже куда-то направлялся. Jēzus jau bija ceļā, viņš jau kaut kur devās. И на этом пути подходит человек и говорит Иисусу: «Куда бы ты ни пошел, я пойду с тобой». Un šī ceļā pie Jēzus pienāk māceklis un saka, lai kur es iešu tev līdzi, lai kur tu ietu. А куда Иисус идет? Un uz kurieni Jēzus iet? Куда Он направляется? Kur viņš dodās? Вернемся на несколько стихов назад. Paskatīsimies dažus pantus iepriekš. 51 стих. 51. pantā. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Это та часть истории, где Иисус уже заканчивает свое публичное служение. Tā ir tā stāsta daļa, kur Jēzus jau beidz savu publisko kalpošanu. Приближались дни взятия Его, то есть когда Он умрет на кресте. Nāca tās dienas, kad Jēzus mirs uz krusta. Эти дни приближаются, они уже близки. Šīs dienas jau ir tuvu, И Иисус это понимает. un Jēzus to saprot. Приближаются Его страдания, Tuvojās viņa ciešanas laiks, приближается Его смерть. tuvojās viņa nāve. И Он восхотел идти в Иерусалим, там, где Его убьют, там, где Он умрет. Un viņš izdomāja, ka viņš grib iet uz Jeruzalemi, tur, kur viņš nomirs un kur viņu nogalinās. И вот тогда мы читаем, Un tad mēs что lasām, когда они были на пути, kad viņi jau bija ceļā. куда? Uz kurieni? На смерть Иисуса.
pie Jēzus nāves. Тогда к нему подошел человек Tad pie viņa pienāca и cilvēks сказал: Иисус, un pateica: Jēzu, куда бы ты ни пошел, я с тобою. es iešu tev līdzi, lai kur tu ietu. А понимает ли он, куда идет Иисус? Bet vai viņš saprot, uz kurieni dodas Jēzus? Наверное, нет. Laikam, ka nē. Наверное, он не понимает. Даже ученики Иисуса, 12 приближенных, они не до конца понимали, что происходит. Pat 12 Jēzus tuvi mācekļi ne līdz galam saprot, kas notiek. Когда Иисус сказал ученикам, что ему нужно будет умереть, Kad Jēzus pateica saviem mācekļiem, ka viņiem vajadzēs nomirt, Петр ему сказал: нет, нет, нет. Pēters viņam teica: nē, nē, nē. Да, но давайте сейчас не будем об этом. Хорошо. И даже ученики не понимали. Pat mācekļi nesaprata. Даже ученики не понимали. Pat mācekļi nesaprata. И вот Иисус отправляется туда. Un Jēzus uz turieni dodas. Точно ли готов тот человек следовать за Иисусом? Vai tiešām tas cilvēks ir gatavs sekot Наверное, Jēzum? он не до конца понимает, что происходит. Viņš laikam ne līdz galam saprot, kas notiek. Но интересно, знаете что? Bet ziniet, kas ir interesanti? Что Иисус его не прогоняет. Ka Jēzus viņu nepadzina. Он ему не говорит: уходи, потому что ты ничего не понимаешь. Viņš nesaka: ej projām, jo tu neko nesaproti. Вместо этого он ему объясняет Un tajā vietā viņš viņam paskaidro, реальность следования за Иисусом. kāda ir realitāte sekojot Jēzum. У этого человека есть желание, и это хорошо. Šim cilvēkam ir vēlme, un tas ir labi. Но Иисус ему объяснит, что означает следовать за Ним. Bet Jēzus viņam paskaidros, ko nozīmē sekot viņam. Вот мы читаем, Иисус сказал ему в 58 стихе: 58. pantā mēs lasām, ko Jēzus viņam atbildēja. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Он говорит: посмотри на лисиц, Viņš saka, paskaties uz lapsām или посмотри на птиц. vai uz putniem. У них есть свои гнезда, Viņiem ir savas у них līgstas, есть свои норы, ir savas alas, у них есть место, которое можно было бы назвать домом, ka viņiem ir vieta, kur varētu saukt par mājām, куда можно вернуться, kur var atgriezties, где они будут в безопасности. kur viņi būs drošībā. А Иисус говорит: а мне Bet Jēzus saka, bet man негде голову преклонить. nav kur nolikt savu galvu. Сын Человеческий не имеет дома. Cilvēka dēlam nav mājas. Готов ли ты к этому? Vai tu esi tam gatavs? Если ты последуешь за Иисусом, Ja tu sekosi Jēzum, готов ли ты к тому, что ты потеряешь многие свои удобства? vai gatavs, ka tu zaudēsi daudzas savas ērtības? Готов ли ты оставить свой комфорт? Vai esi gatavs atstāt savu komfortu? Представьте птицу, у которой нет гнезда, в которое вернуться. Ties putnu, kuram nav līgstas, Или представьте себе лисицу, у которой нет норы. vai lapsu, kurai nav alas. Вот к такой жизни призывает Иисус, Lūk, tādai dzīvei aicina Jēzus, где ты порой будешь жертвовать своим комфортом, kur laiku pa laikam tu upurēsi savu komfortu своими удобствами, ar savām ērtībām, своими преимуществами. ar savām priekšrocībām. Готов ли ты быть странником в этом мире? Vai tu esi gatavs būt par ceļinieku šai pasaulē? Конечно, для этого человека это было буквально Protams, šim cilvēkam tas bija tā в этой burtiski истории. šajā То есть stāstā. следование за Иисусом означает буквально оставить свой дом и следовать за Ним. Tad burtiski sekošana Jēzum nozīmē atstāt savu māju, savus radniekus. Для нас, большинства, следование за Иисусом это не означает обязательно оставить свой дом. Daudziem no mums sekošana Jēzum nenozīmē, ka mums jāatstāj savs nams. Но тем не менее есть вещи, которые мы должны оставить. Bet tomēr ir lietas, kas mums ir jāatstāj. Комфорт, который мы должны пожертвовать. Komforts, ar kuru mums jāupurē. Удобства, от Ērtības, которых мы должны no отказаться, kurām mums ir jāatsakās, чтобы следовать за Иисусом. lai sekot Jēzum. Выйти из зоны комфорта, как говорят. Kā saka, iziet no komforta zonas. Ученичество стоит комфорта. Māceklība maksā komfortu. Ученичество означает следовать за Иисусом зачастую в неизвестность. Māceklība nozīmē sekot Jēzum ļoti bieži nezināmā virzienā. Туда, где ты не знаешь, что будет и как будет. Tur, kur tu nezini, kas un kā būs. Где ты не понимаешь, что будет и как будет. Kur tu nesaproti, kas un kā būs. Вот чего стоит следование за Иисусом. Lūk, ko maksās Jēzus sekošanai.
Второй кандидат Otrais kandidāts в ученики. māceklībai. Ему Иисус сказал: «Следуй за мной». Viņam Jēzus teica, seko man. Он не подходил как первый и не говорил Иисусу: «Я пойду за тобою». Tā kā pirmais viņš nenāca klāt un neteica Jēzum, ka es iešu tev līdzi. Этому человеку сам Иисус сказал: «Ты следуй за мною». Šim cilvēkam Jēzus pats pateica, nāc man līdzi. А тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Иисус говорит: «Следуй за мной». Jēzus saka, seko man. И человек хочет. Un cilvēks vēlās. Он готов следовать за Иисусом. Viņš ir gatavs sekot Jēzum, Но bet не сейчас. ne tagad. Иисус, я пойду за тобою. Jēzus, es sekošu tev. Но есть что-то прежде. Bet ir kaut kas pirms tam. Но прежде я хочу сделать кое-что. Bet papriekš ļauj man kaut ko izdarīt. И тогда я пойду за тобою. Un tad es tev sekošu. Попозже. Vēlāk. Не сейчас. Ne tagad. Обязательно пойду, Obligāti nākšu. но не сейчас. Bet ne tagad. В другой раз. Citā reizē. И что он хочет сделать? Un ko viņš vēlās izdarīt? Он хочет прежде пойти и похоронить отца. Papriekš viņš vēlās iet un apglabāt savu tēvu. Это важное дело в Иерусалиме. Jeruzalemē Izraēlē. un Izrēlē tā ir ļoti svarīga lieta. Поэтому ответ Иисуса кажется еще более шокирующим. Un Jēzus atbilde liekas vēl vairāk šokējoša. Может показаться даже неуважительным со стороны Иисуса. Un no Jēzus puses var izskatīties pat Он necienīgi. говорит: позволь мне пойти сначала похоронить моего отца, и тогда я пойду за тобой. Tas cilvēks prasa atļauju iet apglabāt savu tēvu, un tad viņš sekos viņam. Иисус говорит: нет. Jēzus saka, nē, Либо сейчас, vai nu tagad, либо никогда. vai nekad. Пускай мертвые хоронят мертвецов. Lai miroņi apglabā savus A tu следуй за miroņus, mной. bet tu ej man līdzi. Наверное, отец этого человека еще был жив. Laikam šī cilvēka tēvs vēl bija dzīvs. Дело не в том, что он был уже мертвым, но еще не погребенным, и он просит похоронить отца. Nebija tā, ka viņš jau bija miris, bet vēl nebija apglabāts, un viņš grib to tēvu apglabāt. Возможно, имеется в виду, что отец его еще жив, Varbūt bija domāts, ka tēvs vēl ir dzīvs. и он просит: Господи, позволь мне еще прожить с отцом, пока он живой, Un viņš prasa, kungs, ļauj man ar tevi padzīvot, kamēr viņš vēl ir dzīvs. а потом, когда отец умрет, я его похороню, и тогда я буду свободен, тогда я пойду за тобой. Un tad, kad Jēzus nomirs, es viņu apglabāšu, es būšu brīvs un es sekošu tev. Возможно, такая ситуация. Iespējams, ka bija tāda situācija. Возможно, и другая. Varbūt arī cita. Иудеи, они хранили своих мертвецов в гробнице. Jūdi savus miroņus glabāja kapenēs. Потом, через какое-то время, Un pēc tam pēc kāda laika они собирали кости погребенного. viņi savāca apglabāta cilvēka kaulus. Они эти кости собирали вместе, клали их в такие сосуды. Viņi savāca kaulus kopā un lika speciālos traukos. И тогда они захороняли эти сосуды с костями. Un tad viņi apglabāja šos traukus ar kauliem. Тогда возможно, что имеется в виду? Tad iespējams, ka kas tiek domāts, Это то, что этот кандидат в ученики просит: позволь мне дождаться, когда я смогу захоронить кости моего отца. ka šīs kandidātu uz māceklību jautā, ļauj man sagaidīt, kamēr es varēšu apglabāt tēva kaulus. То есть сколько времени это займет? Cik laika tas aizņems? В любой из этих вариантов возможных. Jebkurā no šīm iespējamiem variantiem. Но это не будет быстро. Tas nebūs ātri. Это потребует какого-то времени, и ты не знаешь, сколько это времени потребует. Tas prasīs kādu laiku, un tu nezini, cik laika tas prasīs. И человек говорит Иисусу: позволь мне подождать, я не знаю сколько, но позволь мне подождать, и тогда я пойду. Cilvēks saka, ļauj man pagaidīt, viņš vēl nezina cik, bet es pagaidīšu, un tad tev sekošu. Но, конечно же, дело в том, что мы даже не знаем, что с нами будет через день, через 2 часа. Protams, mēs nezinām, kas ar mums būs pēc dienas vai pēc 2 stundām. Мы не можем ждать в принятии такого важного решения. Mēs nevaram gaidīt, pieņemot tik svarīgu Если lēmumu. следуем, Ja mēs sekojam, то сейчас, tad tagad, то сегодня. šodien. Если Иисус призывает, Ja Jēzus aicina, нужно отвечать сразу. vajag atbildēt uzreiz. Да, Иисус, я пойду. Jā, Jēzu, es iešu. И вот Иисус ему отвечает: предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Un tad Jēzus viņam atbildi, ļauj, lai miroņi apglabā savus miroņus. А ты иди и благовествуй Царство Божие. Bet tu ej un sludini Dieva valstību.
Мертвые, о которых говорит Иисус, возможно, имеются духовно мертвые. Miroņi, par kuriem runā Jēzus, iespējams, ir garīgi miruši То есть cilvēki. Пускай те, кто за мной не следует, пускай они хоронят своих мертвецов. Lai tie, kas neseko man, viņi apglabā savus miroņus. А у тебя задача другая. Bet tev cits uzdevums. Ты следуй за мною, Tu seko man, и ты проповедуй tu sludini Евангелие, evaņģēliju, которое делает людей живыми. kas padara cilvēkus dzīvus. Есть что-то более важное. Ir kaut kas svarīgāks. Иисус говорит о том, что есть приоритеты в Jēzus saka, жизни. ka dzīvē mums ir prioritātes. Есть вещи, которые ценнее других. Ir lietas, kas ir vērtīgākas par citām. Оказывается, следование за Иисусом – это ценнее, чем просьба этого человека похоронить его отца. Izskatās, ka sekošana Jēzum ir daudz vērtīgāk nekā šī cilvēka lūgums apglabāt savu tēvu. Понимаем ли мы величие того призвания, к которым нас призывает Господь? Vai mēs saprotam šī aicinājuma tādu varenību, uz ko mums aicina Jēzus? Понимаем ли мы, насколько дорого это призвание? Vai mēs saprotam, cik dārgs ir šīs aicinājums? Этот человек, с которым разговаривает Иисус, два варианта. Šis cilvēks, ar kuru runā Jēzus, ir divi varianti. Он либо переоценивает свои другие обязанности, Vai nu viņš pārāk pārvērtē savas citas pienākumus, или он недооценивает призвание Иисуса. vai viņš ne līdz galam novērtē Jēzus aicinājumu. Либо он думает, что эти другие обязанности, они более ценные, чем они есть. Vai nu viņš domā, ka šīs tie pienākumi, kas ir daudz vērtīgāks nekā tie īstenībā ir, Либо же он думает, что призвание Иисуса не такое ценное, как оно есть. vai viņš domā, ka Jēzus aicinājums nav tik vērts, kā tas īstenībā ir. Мы, наверное, можем заметить такую тенденцию и в нас порой. Un izskatās, ka arī tādu tendenci sevī mēs varam Когда pamanīt. мы слишком высоко ценим вещи, которые того не стоят. Kad mēs pārāk augstu vērtējam tās lietas, kas to nemaksā. И слишком мало оцениваем те вещи, которые того стоят. Un pārāk maz novērtējam tās lietas, kuras īstenībā maksā vairāk. Это, конечно же, не значит, что мы не имеем обязательств к нашим родным, к нашей семье. Tas nenozīmē, ka mums nav pienākumu attiecībā uz mūsu tuviem un radiem. Конечно, это важно, это ценно. Protams, tas ir svarīgi un tas ir vērtīgi. Pохоронить отца, то, что просит этот человек, это ценно, это важно. Apglabāt tēvu, kā prasa šīs cilvēks, tas ir svarīgi. Но это не самое важное. Bet tas nav pats Есть svarīgākais. что-то более ценное. Ir kaut kas vērtīgāks. Многие люди откладывают свое служение Богу. Bet cilvēki atliek savu kalpošanu Dievam. На потом. Uz pēc tam. Вот потом я буду ему служить. Lūk, pēc tam es viņam kalpošu. Вот потом я буду следовать за ним. Un tad es viņam sekošu. А сейчас, в этот момент моей жизни, у меня есть некоторые вещи, Bet tagad manā dzīves momentā ir citas lietas, с которыми еще нужно разобраться. ar kurām man vēl jātiek galā. И когда я разберусь, тогда. Un kad es tikšu galā, tad Возможно, говорят, я хочу, но нет времени. varbūt viņi saka tā, es gribu, bet nav laika. Но это печальная истина. Patiesa taisnība. Времени никогда не будет. Laika nekad nebūs. Если вы говорите, что у вас сейчас нет времени, Ja jūs sakat, ka jums tagad nav laika, и вы ждете, когда у вас появится время, un jūs gaidat, kamēr tas laiks parādīsies, вы не дождетесь. jūs to nesagaidīsiet. Никогда не будет времени. Nekad nebūs laika. Если вы думаете, что наступит момент в вашей жизни, Ja jūs domājat, ka jūsu dzīvē iestāsies moments, когда вы будете свободны от всех забот, kad jūs būsiet brīvi no visām rūpēm, и тогда вы сможете посвятиться Богу tad jūs varēsiet veltīt sevi и Dievam исполнить то, к чему Он вас призывает. un aicināt un izpildīt to aicinājumu, uz kuru viņš Потому jūs что тогда aicina. у вас будет и время, и ресурсы, и все. Un tad jums būs gan laiks, gan resursi un vispārējais. Не дождетесь. Tad jūs nesagaidīsiet. Не будет такого времени никогда. Nekad nebūs tāda laika. Всегда нужно будет что-то оставить. Vienmēr kaut ko vajadzēs atstāt. Всегда нужно будет чем-то пожертвовать. Vienmēr vajadzēs kaut ko ziedot. Лучшее время следовать за Иисусом сейчас. Labākais laiks sekot Jēzum ir tagad. Прямо сейчас. Tieši tagad. Не потом, Ne pēc tam, сейчас. bet tagad. Ученичество требует изменений в наших приоритетах. Māceklība prasa, lai mums ir izmaiņas mūsu В том, как prioritātēs. мы оцениваем вещи в нашей жизни. Tā, kā mēs novērtējam lietas savā dzīvē. И это не потом требуется, Un tas prasās ne pēc tam, а сейчас. bet to vajag darīt tagad. Вот чего стоит
следования за Иисусом. Lūk, ko nozīmē sekot Jēzum. И третий кандидат. Un trešais kandidāts. Еще другой сказал ему: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Этот человек, как и первый, сам хочет следовать за Иисусом. Šīs cilvēks, tāpat kā pirmais, pats vēlās sekot Jēzum. Он сам подходит к Иисусу Viņš arī pats pienāk pie и Jēzus. сам говорит ему: «Иисус, я пойду за тобою». Un pats viņam saka, Jēzus, es tev iešu līdzi. И он идет на шаг дальше, чем второй. Un viņš spēr soli vairāk nekā otrais. Он готов идти за Иисусом даже вот сейчас. «Я пойду за тобою». Un viņš pat tagad gatavs sekot Jēzum, es tev tagad iešu līdzi. Но у него тоже есть «но прежде». Bet viņam arī ir tas pirms, bet. И его можно понять. Un arī viņu var saprast. Представьте, Иисус вот на этом пути, Iedomājieties, Jēzus šajā ceļā, он отправляется в Иерусалим, viņš dodas uz Jeruzālemi, к нему подходит человек pie viņa pienāk и cilvēks говорит: «Иисус, un saka, Jēzu, я пойду с тобою. es iešu tev līdzi. Только подожди 5 минут. Bet uzgaidi 5 minūtes. Я пойду хотя бы родным скажу, что я ухожу». Es iešu un tuviniekiem pateikšu, ka es eju projām. Это нормально? Tas ir normāli? Абсолютно нормально. Absolūti. Конечно, хочется пойти, попрощаться и сказать: Protams, gribās iet un pateikt un atvadīties. ну, хотя бы что-то сделать, да. Un vismaz kaut ko izdarīt. Хотя бы сказать, что ты уходишь. Vismaz pateikt, es iešu projām. Хотя бы, ну, хоть чтобы знали Nu, люди vismaz, дома. lai cilvēki mājās zinātu. Может быть, они не одобрят, но хотя бы будут знать. Varbūt viņi nebūs tam piekrituši, bet vismaz viņi zinās. И снова ответ Иисуса звучит очень радикально. Un atkal, Jēzus atbildes, ka ļoti radikāli. Он говорит: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Он говорит: представь, Viņš saka, iedomājies, ты возделываешь землю. tu strādā ar zemi. То есть там Zemē. есть животное, Ir kaut kāds dzīvnieks, которое тянет этот тяжелый инструмент, kas velk šo smagu instrumentu, который тащится по земле за ним, kas velkās pa zemi aiz viņa, чтобы возделать эту землю. lai strādātu. И вот uz там šīs есть zemes. работник, который направляет этого животного, этот плуг. Un ir darbinieks, kas virza šo arklu, И когда работник занимается таким делом, un kad darbinieks dara tādas lietas, если он будет смотреть назад, ja viņš skatīsies atpakaļ, то он будет ходить вот так вот. tad viņš ies apmēram tā. Он не будет ходить прямо. Viņš neies taisni. Он будет оглядываться, Viņš skatīsies atpakaļ и он начнет немножко съезжать. un sāks novirzīties. Те из вас, кто водит машины, вы знаете. Tie, kuri ir tiesības un brauc ar mašīnām, jūs Если ты zināt, едешь за рулем ja tu brauc pie stūres и смотришь в сторону, un skaties malā, то постепенно ты начинаешь в ту сторону tad заворачивать. pakāpeniski tu sāc virzīties uz to pusi. Нет, тебе нужно смотреть прямо. Tev vajag skatīties taisni. Точно так же и здесь. Tāpat arī šeit. Кто возложил свою руку на плуг, не должен оглядываться назад. Ka savu roku liek pie arkla un nav jāskatās atpakaļ. Он не должен смотреть назад Tam nav jāskatās atpakaļ. на то, что осталось позади. Tas, kas palika tur, aizmugurē. Потому что тогда то, что он будет пытаться делать перед ним, Jo tas, это будет страдать. Работа перед ним, она будет страдать. jo tas darbs, kas ir pirms, tas cietīs. Иисус говорит: не оглядывайся назад. Jēzus saka, neatskaties Когда atpakaļ. ты решаешь следовать за мною, Kad tu nolēmi sekot man, как этот человек, я решаю следовать сейчас. kā šis cilvēks, es tagad vēlos iet tev līdzi. Иисус говорит: когда ты принял это решение, Jēzus saka, ka tu esi pieņemis šo lēmumu. не оглядывайся назад. Neatskaties atpakaļ. Не смотри на то, что ты там оставляешь. Neskaties to, ko tu tur atstāji. В случае этого человека это была его семья, это были его родные люди. Šī cilvēka gadījumā bija viņa ģimene, viņa tuva cilvēki. И Иисус говорит: не оглядывайся назад, Jēzus saka, neatskaties atpakaļ, потому что это тебя затянет. jo tas tevi ievilks. Это тебя затянет назад. Tas tevi ievilks atpakaļ. Дело не в том, чтобы просто попрощаться с близкими. Lieta nav par to, ka vienkārši atvadīties no tuviniekiem. А дело в том, что когда он вернется к ним Lieta ir tāda, ka viņš atgriezīsies pie и viņiem расскажет о своем решении, un pastāstīs par savu lēmumu.
они ему скажут: viņi viņam pateiks, ты что? ko tu? Не надо, Nevajag, не делай. nedari tā. Разве ты не знаешь, Vai tad tu nezini, что у лисиц есть норы, а у птиц есть гнезда, а Сына Человеческого негде голову приложить? ka lapsā ir alas, putniem ir likses, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu? Разве ты этого не знаешь? Vai tu to nezini? Ты понимаешь, что Tu ты решил saproti, делать? ko tu nolēmi darīt. И постепенно человек начинает затягивать назад. Un pakāpeniski cilvēku sāk vilkt atpakaļ. И решение, которое он принял, Un lēmums, ko viņš pieņēma, он может передумать. viņš var to pārdomāt. Иисус говорит: не оглядывайся назад. Jēzus saka, neatskaties Если ты atpakaļ. принял решение следовать за мною, Ja tu pieņem lēmumu sekot man, делать это прямо сейчас, dari to tagad, тогда так и делай, tad to arī tagad dari. и назад не смотри. Un atpakaļ neskaties. Не возвращайся к тому, что ты оставил. Neatgriezies pie tā, ko tu esi atstājis. Яркий библейский пример этого. Spilgts bībelisks piemērs tam. Жена Лота. Lata sieva. Когда они уходят, Kad viņi Iz iet Sodoma, projām no они Sodomas, оставляют все. viņi atstāja visu. Им сказали: Un viņiem bija teikt, когда вы уходите отсюда, kad jūs ejat prom no šejienes, не оглядывайтесь назад. neatskatieties atpakaļ. Жена Лота Lata sieva оглянулась, atskatījās превратилась в соляной столб. un pārvērtās par salstābu. Почему она обернулась? Kāpēc viņa atskatījās atpakaļ? Возможно, она была родом из Содома, мы не знаем. Iespējams, viņa bija no turienes, no Потому Sodomas, что mēs до этой nezinām. истории мы не читаем, что у Лота была жена. Jo pirms šī stāsta mēs nelasām, ka Latam bija sieva. Потом он пошел жить в Содом, Kad viņš aizgāja dzīvot Sodomā, и потом, оказывается, у него есть жена. pēc tam izrādās, viņam ir sieva. Возможно, она была из этого города. Iespējams, viņa bija no šīs pilsētas. Возможно, Iespējams, она оглянулась, viņa atskatījās, потому что это было ее родное место. jo tā bija viņa dzimta vieta. Она много оставила там позади. Viņa tur daudz atstāja. И да, она сейчас уходит оттуда, она идет туда, куда идет ее муж, ее семья. Jā, un viņa tagad aiziet no turienes projām, viņa iet, kur viņas ģimene, viņas vīrs iet. Но что-то побудило ее все-таки еще последний раз. Bet kaut kas pamudināja viņu vēl pēdējo reizi, Еще последний раз посмотреть. vēl pēdējo reizi paskatīties. И она посмотрела в последний раз. Un viņa pēdējo reizi arī paskatījās. Иисус говорит: не делайте так. Jēzus saka, nedariet tā. Когда вы что-то оставляете, Kad jūs kaut ko atstājat, чтобы следовать за мною, lai sekotu man, назад больше не смотрите. atpakaļ vairs neskatiet, Не возвращайтесь туда. neatgriezieties tur. Теперь у вас есть только путь вперед. Tagad jums ir tikai ceļš uz priekšu. Назад не поворачивайтесь. Atpakaļ neatgriezieties. Итак, ученичество требует верности. Tātad māceklība prasa uzticamību. Требует верность, чтобы мы праса. следовали за Иисусом Uzticamību, lai mēs sekotu Jēzum и не оглядывались назад un neatskatītos atpakaļ на то, что мы оставили. uz to, ko mēs atstājam. Все трое кандидата называли Иисуса Господом, вы заметили? Jūs pamanījāt, ka visi trīs kandidāti sauc Jēzu par kungu, Как Самуил говорил в воскресенье. kā Samuels svētdien teica. Они называют его Господом, Viņi sauc to par kungu, но один из них bet viens no viņiem не до конца понимает, что это значит. ne līdz galam saprot, ko tas nozīmē. Другой говорит: но прежде. Cits saka, bet pirms. И третий тоже говорит: Господи, но прежде. Un trešais arī saka, kungs, bet pirms. Это то, о чем Самуил говорил, что Иисус должен быть Господом над всем. Tas ir tas, par ko Samuels teica, ka Jēzum jābūt kungam pār visu, Не только над частью. ne tikai par kādu daļu. Когда мы говорим: Господи, я пойду, но прежде что-то, Kad mēs sakam, kungs, es iešu, bet pirms kaut kas, это означает, что это «но прежде» — это то, что мы ему не посвятили еще. tas bet pirms nozīmē, ka mēs kaut ko neesam atdevuši viņam. Господи, я пойду, но прежде моя семья. Kungs, es iešu, bet pirms mana ģimene. Значит, мы эту семью еще не посвятили ему. Tātad šo ģimeni mēs viņam vēl neesam veltījuši. Иисус, я пойду, но прежде у меня есть дела. Jēzus, es nākšu, bet pirms man ir lietas. Значит, эти дела мы еще не посвятили ему. Tātad šīs lietas mēs viņam vēl neesam nodevuši. И Иисус призывает: давайте правильно расставим приоритеты. Un Jēzus aicina, lai mēs pareizi izliktu savas prioritātes. Давайте сделаем переоценку Lai всего в mēs нашей жизни.
pārvērtējam visu, kas ir mūsu dzīvē. У этих людей были свои условия, Šiem cilvēkiem bija savi у nosacījumi. них были свои приоритеты, Viņiem bija savas у них был prioritātes. свой график. Viņiem bija savs grafiks. И мы можем в этих людях увидеть себя. Un šajos cilvēkos mēs varam ieraudzīt sevi. У нас тоже порой есть свой график. Dažreiz mums arī ir savs grafiks, Исследование за Иисусом не особо вписывается в него. un Jēzus sekošana nepārāk iekļaujās tajā grafikā. У нас есть свои приоритеты, но Он через- исследование за Иисусом не на первом месте. Savas prioritātes, bet sekošana Jēzum nav pirmajā vietā. У нас есть свои условия, Mums ir savi nosacījumi, и Иисус на них не соглашается. un Jēzus tiem nepiekrīt. Чего стоит исследование за Иисусом? Ko maksā sekošana Jēzum? Она стоит многого. Tā maksā daudz. Можно даже сказать, что она стоит всего. Var pateikt, ka tā maksā visu. Если мы идем в магазин, у нас одна цена на один продукт для всех одинакова. Ja mēs ejam uz veikalu, tad cena katram produktam ir vienāda. Когда мы решаем следовать за Иисусом, Kad mēs nolemam sekot Jēzum, цена тоже для всех одинакова. visiem cena ir vienāda. Это все. Tas nozīmē viss. Всего нам это стоит. Tas mums maksā viss. И неважно, вы будете пастором, Nu, nav svarīgi, jūs būsiet или вы mācītājs, будете учителем, vai jūs būsiet skolotājs, или вы будете в прославлении, vai jūs būsiet slavēšanā. или у вас не будет такого официального служения, Varbūt jums nebūs tādas oficiālas kalpošanas. и вы будете врачом, Jūs būsiet par ārstu, космонавтом, kosmonauts, президентом, prezidents, дворником, поваром, неважно. sētnieks, pavārs, nav svarīgi. Цена будет та же самая. Cena būs tāda pati. Это стоит всего. Tas maksā visu. Всего. Visu. Все нужно посвятить Ему. Visu vajag veltīt viņam. И продолжая аналогию с магазином, Un turpinot analoģiju ar veikalu, иногда мы приходим в магазин, смотрим на цену на Даже- товаре dažreiz mēs nākam uz veikalu un skatāmies cenu uz preces и думаем, ну этот товар этого не стоит. un domājam, nu šī prece tik dārgi nemaksā. Слишком большая цена на этот товар. Pārāk augsta cena Вот šai precei. если бы скидка была, Ja nu būtu atlaide, тогда я бы взял. es tad paņemtu. Но это слишком большая цена Bet tā ir pārāk liela cena за этот tовар. par šo preci. Я, конечно, не хочу сравнивать или называть следование за Иисусом товаром, Es negribu salīdzināt un saukt sekošanu Jēzum par preci, но как иллюстрация. bet kā ilustrācija. Если следование за Иисусом стоит всего, Ja sekošana Jēzum maksā visu, стоит ли оно того? vai tas ir to vērts? Стоит ли оно того? Vai tas ir to vērts? Все посвятить Ему, Visu atdot, veltīt viņam, посвятиться полностью Ему, pilnībā nodoties viņam. как мы говорили, лишиться комфорта во многом, Kā mēs teicam, zaudēt komfortu daudzās lietās, оставить позади многие вещи. daudzas lietas atstāt aiz mums. Оно того стоит? Vai tas ir to vērts? Или цена все-таки слишком Vai большая? cena tomēr ir pārāk augsta? Оно стоит того. Tas ir to vērts. Оно стоит того. Tas ir to vērts. Мы сегодня сами пели с вами. Mēs paši šodien dziedājam ar jums. Дороже сокровищ земли, обетования Твои. Tavi apsolījumi ir dārgāki par zemes mantojumiem, Дороже сокровищ земли. darbumiem. Когда вы поете эту строчку, какие сокровища земли вы представляете? Kad jūs dziedat šo rindiņu, kādas zemes dārgumus jūs iedomājaties? О каких сокровищах земли идет речь? Par kādiem zemes dārgumiem iet runa? О всех. Par visiem. Все сокровища земли. Visi zemes dārgumi. Если собрать это все вместе, Ja savākt to visu, и не только физические сокровища, un ne tikai fiziskus dārgumus, но и такие душевные сокровища, bet dvēseliskus, или эмоциональные сокровища. emocionālus Вот dārgumus. собрать все эти сокровища вместе. Savākt visas šīs dārgumus kopā. Представьте, что мы могли бы вот в одну большую кучу все эти сокровища собрать. Iedomājieties, lielā kaudzē mēs varētu šos dārgumus savākt. И тогда мы бы с вами посмотрели на эти сокровища, Un tad mēs paskatītos uz šiem dārgumiem, и вместе мы с вами бы спели. un kopā mēs ar jums nodziedātu Дороже сокровищ земли, Дорого. обетования Твои. par visiem zemes mantojumiem ir tavi Вот apsolījumi. дороже всего этого, Un dārgāks par to visu это то, что
Иисус мне обещает. ir tas, ko Jēzus man sola. Дороже всего Dārgāks pār visu, то, что Иисус мне обещает. to, ko Jēzus man sola. Я должен отдать все, Man jādod viss, я должен посвятить все, man jāvelta viss, комфорт, komforts, мои какие-то достижения, приоритеты. manas prioritātes, kaut kādi panākumi. Оно того стоит? Vai tas ir to vērts? Стоит. Jā, vērts. А почему? Kāpēc? Потому что взамен мы получаем еще больше. Jo atpakaļ mēs saņemam daudz vairāk. Потому что взамен эти обещания Божьи, они куда дороже того, что мы отдаем. Jo tie Dieva apsolījumi, to, ko Viņš sola, ir daudz dārgāk nekā to, ko mēs atdodam. Куда ценнее всего того, что мы Ему посвящаем. Daudz vērtīgāks par to, ko mēs Viņam veltam. Дороже сокровищ земли, Dārgāks par visiem zemes dārgumiem обетования Твои. ir tavi apsolījumi. Вот чего стоит следовать за Иисусом. Lūk, ko nozīmē sekot Jēzum. Давайте мы с вами сделаем переоценку наших ценностей. Izdarīsim mūsu vērtības pārskatu tādu. Каждый лично Katrs personīgi. подумаем о том, Padomāsim par to, что для нас самое ценное, kas mums ir visvērtīgākais, что для нас дороже всего. kas mums ir visdārgākais. Следуем ли мы за Иисусом, Vai mēs sekojam Jēzum, или же мы откладываем это на потом? vai mēs to atliekam uz pēc tam? Не откладывайте. Neatlieciet. Сегодня день спасения. Šodien ir pestīšanas diena. Сегодня самый лучший день, чтобы следовать за Иисусом. Šodien ir labākā diena, lai sekot Jēzum. И мы можем себе это напоминать каждый день. Un to mēs varam atgādināt sev katru dienu. Утром просыпаясь, Pamostoties no мы можем rīta. каждый день говорить: Mēs varam katru dienu sev teikt. сегодня самый лучший день, чтобы следовать за Иисусом. Šodien ir vislabākā diena, lai sekotu Jēzum. Оно того стоит. Tas ir to vērts. Давайте помолимся. Lūksim.